Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня я расскажу, чем 70-летний мужчина-якутянин поразил пользователей социальных сетей. Поведаю об Исехе Аланхо и национальном виде единоборств. Давайте же приступим. Пользователей социальных сетей поразил и восхитил 70-летний мужчина из Алданского района. Пожилой спортсмен поражает своей физической формой. Сергей Бражников, он житель города Алдан. Причем спортсмен на видео одет совсем по-пляжному. Ну и невозможно не отметить захватывающий дух пейзажа алданских склонов. До чего красиво и разнообразна природа у нас в Якутии. А вот в селе Сваты Среднеколымского района республики жители увидели и засняли очень красивое и редкое явление. На местной речке кормились и отдыхали сразу несколько видов перелетных птиц. Это лебеди, утки, гуси и стерхи. Увидеть такое зрелище наяву никак иначе, как удача. Kastır, kalliler. Hadi ya, çok iyi. Масс-рестлинг – национальный вид единоборств народов Саха, который в 2000 году был включен в программу международных спортивных игр «Дети Азии». А эти игры имеют патронат Международного олимпийского комитета. Не раз эксперты говорили, что при планомерной работе масс-рестлинг может войти в программу Олимпийских игр. Настоящее название национального вида единоборств – мастардыгы, переводится как «перетягивание палки». Сегодня данный вид единоборств пользуется большой популярностью в России и далеко за ее пределами. В следующем материале вы увидите, как тренируются юные масс-рестлеры. Национальный вид спорта, который признан и введен во Всероссийский реестр видов спорта, это масс-рестлинг. Бесконтактное единоборство с простыми правилами требует силу, скорость, ловкость и быстрое мышление. В Верхневилюйской детско-юношеской спортивной школе работает Ариан Григорьев, инженер по образованию, ставший тренером-педагогом по масс-рестлингу. Здесь занимаются 24 юноша масс-рестлинга по списку, да. Сейчас они, так как сейчас идет подготовка к экзаменам, да, у некоторых перерыв, каждой осенью идет отбор в группы, и в эти группы зачисляются дети с 11 до 17 лет. В зимнее время мы занимаемся в манеже Исхогун. Когда на улице тепло, мы стараемся выйти на свежий воздух, так как на свежем воздухе заниматься полезно для здоровья. В игры Манчары в 2017 году построили такой хороший стадион, и тут очень хорошо заниматься. Соревнования по масс-рестлингу в республике очень мало, поэтому мы стараемся ездить в каждое соревнование, где проходят. И наше самое главное соревнование будет проходить в сентябре, первенство Республики Саха-Якутия. И те, кто там займут первые места, поедут в Россию. Поэтому мы хотим сделать в летнее время оздоровительный лагерь, чтобы дети не теряли форму, да, чтобы в сентябре были готовы. Вот. Планируем вот в этот сезон хорошо там выступить. Помимо практических занятий, да, вот занятий в зале, мы смотрим разные соревнования, да, игры Дегына, например, многоборья, разные фильмы, да, детям рекомендую смотреть спортивные, которые мотивируют, да. Масс-рестлинг сейчас очень на высоком уровне, в мировом, да, масштабе.
В этом году на Исехе Туймады в Якутске будут проходить чемпионат мира по масс-рестлингу. Там приедут более 50 стран участвовать, да, мужчины и женщины. И мы хотим тоже там увидеть, да, какие там будут проходить соревнования. Я сам начал заниматься масс-рестлингом с 8 класса, вот в Верхнеуфимском второй школе. С этого времени прошло уже более 10 лет. Мы тогда занимались не в таком вот зале, да, а в деревянном зале. И там ходили много детей, занимались. А вот сейчас, в данное время, дети очень, очень мало детей занимаются спортом, вообще спортом. Не только масс-рестлингом, да. А вот в зале приходим в зал, и такая хорошая обстановка, да. Все есть, да, тренажеры, поле, мячи, все есть. И по сравнению с того момента, да, когда я начал заниматься масс-рестлингом, сейчас прошло очень много времени, и дети сейчас занимаются, есть дети, да, которые занимаются хорошо, да, не пропускают, да, тренировки, но их мало очень. Мы хотим провести в следующем году чемпионат республики среди взрослых, вот в Верхневилюйске, да. Первый чемпионат будет проходить вот у нас в Верхневилюйске. Еще не проходили чемпионат республики по масс-рестлингу, да. И я хочу, чтобы дети, увидев эти соревнования, они захотели заниматься масс-рестлингом, чтобы популяризировать, да, масс-рестлинг среди детей. И чтобы они знали, какие у нас есть хорошие мастера спорта, да. У нас с Верхнеуфимского улуса есть даже мастера спорта международного класса России и республики. Для занятий масс-рестлингом не нужен дорогостоящий инвентарь, не требуется и специальное оборудование и сооружение. Устроить состязание можно на небольшой площадке, в помещении или в любом месте на открытом воздухе. Потеплением и улучшением погоды воспитанники ДЮСШ часто занимаются в стадионе. Я начал заниматься масс-рестлингом около 2 месяцев назад. Меня в этом спорте привлекло, что я могу стать еще сильнее, чем я был до этого, и более выносливым. Мне тренировки очень нравятся. Занятия спортом мне ничем не мешают. Я пока не участвовал в соревнованиях. Мои первые соревнования будут в сентябре этого года. А Никита занимается масс-рестлингом второй год, участвует в весе 60 килограмм. Молодой человек очень способный, целеустремленный и искренне любящий спорт. Участвовал я в республиканских и улусных соревнованиях. В улусных соревнованиях я занимал первые места. В республиканских пока еще нет. Вес у меня 62 килограмма. Участвую на 60 килограмм. У меня тренировка все хорошо. Я прихожу примерно пораньше. Занимаюсь 4 раза в неделю. С 4 до 6 вечера. Мы сначала бежим 10 минут, потом разминаемся, после разминки барьер. Прыгаем барьер. 10 барьеров по 5 подходов. Потом занимаемся, например, в понедельнике день ног. Делаем приседания, качаем ноги. Потом во вторник день спины. Мы это делаем становую тягу и блок тягу. Меня вообще заниматься масс-рестлингом люблю уже 2-й год. Наш тренер очень требовательный и ждет от нас больших результатов. Я в этом году планирую участвовать в республиканском соревновании по масс-рестлингу и занять там призовые места.
Для этого, чтобы достичь хороших результатов, надо больше тренироваться и не пропускать занятия. Каждый вид спорта по-своему полезен, особенно современному человеку. Занятия спортом делают нас выносливее, укрепляют мышцы и в целом улучшают физическую форму. Регулярные занятия помогают держать организм в тонусе. К слову о Верхневилюйском районе. В этом году там пройдет Исех Олонхо. Исех на протяжении многих веков отмечает в день летнего солнцестояния. Это самый масштабный и важный праздник у народов Саха. Его еще называют Якутским Новым годом. Его отмечают во всех улусах и районах республики. Но самый масштабный и всеобщий Исех – это Исех Олонхо. В рамках празднования будет организовано 13 культурных мероприятий. Также планируется проведение 4-го международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо». Будут организованы спортивные состязания, а также реализованы проекты по благоустройству территорий, по строительству муниципальных дорог, что, конечно же, очень хорошо скажется на качестве жизни населения, и туризм по Якутии станет более доступным. Уже сегодня там активно ведется работа по подготовке к празднованию. Закуплены аэромобили, чтобы перевозить через реку Вилюй население и гостей к месту празднования. На этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся завтра в эфире телеканала Якутия-24. Всем отличного дня!